Добрый день. Сегодня мы проводим консультацию по вопросам, которые поступили заранее, касающиеся психологической готовности ребенка к обучению в школе. У вас есть возможность задавать вопросы в ходе консультации. Вы можете пока формулировать. Я представлюсь, меня зовут Татьяна Асташова, я психолог, логопед, педагог, консультант консультационного центра Коми Республиканского института развития образования. На сегодняшний день несколько вопросов поступило уже заранее, я пока могу на них отвечать. Могу в целом рассказать о том, в чем же заключается психологическая готовность ребенка к школе в целом. Да? Когда мы говорим о готовности в целом мы должны учитывать о том, что это и интеллектуальная познавательная готовность ребенка, это его социальная готовность, это его физическая готовность. И все это в целом играет немаловажную роль в том, насколько успешно будет адаптироваться ребенок в школе. Сейчас у вас еще в течение летнего периода есть возможность ответить для себя на какие-то вопросы и решить те задачи, которые не были решены заранее. Итак, вопрос поступил. Если ребенку на 1 сентября, добрый день всем, если ребенку на 1 сентября нет еще 7 лет, день рождения, например, в октябре, в ноябре, у кого-то в конце декабря, то каким образом в 6,5 лет идти или не идти в 1 класс ребенку, который закончил подготовительную группу детского сада? Здесь, конечно, все очень индивидуально. Мы смотрим на физическую зрелость ребенка, на его готовность к социальному взаимодействию, на сформированность познавательных его способностей, на усвоение программы детского сада в подготовительной группе, сформированность мыслительных процессов. Это все диагностические методики, которые можно пройти на консультации у психолога. Речевое развитие ребенка рассматриваем обязательно, поскольку нарушения устной речи могут повлечь за собой нарушение письменной речи в школе. И в любом случае у ребенка есть возможность всегда продублировать подготовительную группу детского сада. Кроме того, есть дети с особенностями развития, для которых это дублирование будет необходимо. Есть дети, которые абсолютно спокойно начинают обучение в 6,5 лет и потихонечку адаптируются к обучению в школе. Это дети с более устойчивой психикой, с более устойчивым вниманием, более усидчивые. Им будет легче адаптироваться на первых этапах. Но для того, чтобы ответить индивидуально по отдельному ребенку, конечно, необходимо провести полноценную консультацию, полноценную диагностику и определение его сильных и слабых сторон. Так, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Вот сейчас у нас... Итак, следующий вопрос. Следующий вопрос, который задавали. Зачем же нужно смотреть на социальную зрелость? Что такое социальная подготовленность ребенка? Интеллектуальная, всем понятно. А какие же социальные навыки должны быть сформированы у ребенка для того, чтобы он успешно адаптировался к обучению в школе? Это, конечно, готовность в потребности ребенка уже развитие его коммуникативных навыков, потребность в групповом взаимодействии, усвоение социальных правил взаимодействия, которые происходят в ходе свободной сюжетно-ролевой игры на этапе дошкольного развития ребенка. То есть к школе ребенок должен понимать, по каким правилам взаимодействуют люди в обществе. Этому, конечно, способствует игра, потому что это единственный способ усвоения всех социальных правил, всех норм, которые приняты в обществе. Это формирует его умение договариваться, его умение слушать, брать на себя определенные роли, нести ответственность за свой выбор. И поэтому это и является основным моментом социальной готовности ребенка к школе. Умение взаимодействовать, развитие коммуникативных навыков, умение отстаивать свою точку зрения, умение слышать мнение собеседника,
и к концу дошкольного возраста, к 6-7 годам, это способность ребенка уже посмотреть на ситуацию не только со своей точки зрения. Это и, конечно, уже способность соподчинять мотивы своей собственной деятельности. То есть к концу дошкольного возраста ребенок должен понимать, что есть не только «хочу», есть еще слово «надо». И в течение 15-20 минут произвольно удерживать внимание на занятии. Это и есть социальная зрелость и готовность ребенка к взаимодействию в рамках школьного обучения. Следующий вопрос, который поступил, да, если ребенок эмоционально, с точки зрения родителя, еще не зрелый, то есть ему трудно контролировать свои эмоции, он не усидчив, у него есть особенности, например, какие-то взаимодействия с педагогами в детском саду, да, ему трудно в течение 15-20 минут даже удерживать внимание на занятии, да, стоит ли его отдавать в первый класс, изменится ли его восприятие в течение летнего периода, есть ли возможность еще что-то исправить. Тут очень важно получить консультацию профильных специалистов, психолога, невропатолога, да, определить, есть ли органические нарушения у ребенка, есть ли особенности развития, которые нужно будет учитывать педагогу в рамках школьного обучения. Неусидчивость может быть продиктована как гиперактивностью ребенка, как неврологическим статусом, да, и с этой информацией уже необходимо подходить к учителю в школе, классному руководителю, для того, чтобы он знал особенности ребенка. Вот. Но в норме к 6-7 годам, повторюсь, ребенок должен уметь уже произвольно 15-20 минут отдавать деятельности, которая иногда может быть неинтересна. Вот. Дальше вопрос, который был задан. Да, сколько в норме, спрашивали, сколько в норме ребенок может удерживать внимание в 7 лет. Да? Вот. К 6-7 годам занятия в детском саду продолжаются до 25, до 30 иногда минут. Безусловно, с моментами физминуток, переключения и динамических каких-то пауз. Да, то есть в течение 20-25 минут с какими-то упражнениями двигательными, с пальчиковыми гимнастиками, да, ребенок уже совершенно способен удерживать свое внимание на занятии. Вот. Что еще важно учитывать? Спрашивали, насколько полезно развивающее занятие для ребенка дошкольного возраста. Помогает ли это подготовить ребенка к школе, да, и стоит ли его водить на разные развивающие занятия в дошкольном возрасте. Вот. Тут тоже все очень индивидуально. Ребенок при нормативном развитии не нуждается в дополнительной развивающей деятельности. Развивающая деятельность, например, для ребенка 2-3 лет, это скорее возможность родителей вырваться из дома, возможность родителей самим взаимодействовать, общаться с педагогами, узнавать возрастные особенности своего ребенка и каким-то образом организовывать общение между родителями. Вот. Дальше уже 4-5 можно смотреть на интересы ребенка, пробовать вводить на секции, кружки, учитывая его интересы и особенности, да, можно пробовать. Но, безусловно, не ждать, что это будет единственным эффективным условием подготовки к школьному обучению. Да, здесь тоже очень нужно аккуратно, потому что само по себе развивающее обучение в дошкольном возрасте не всегда способствует подготовке качественно к школе. Да. В дошкольных организациях занятия по подготовке детей к школе ведутся, и этого вполне достаточно. И математические навыки формируются, навыки по развитию речи и навыки знания об окружающем мире в рамках дошкольного образования вполне достаточно для того, чтобы подготовить ребенка к обучению в 1 классе. Вот. Следующий вопрос, который поступал, да, это гиперактивный ребенок, да, он неусидчивый, как быть? Ну, во-первых, разделить понятие гиперактивности и неусидчивости.
Да, ребенок дошкольного возраста совершенно нормально, естественно, активный. Да. Это позволяет ему быть любознательным, активным. Это то, что позволит повысить его мотивацию в обучению в школе. Вот. Это нормально. Да. Диагноз гиперактивность должен быть поставлен специалистом. И только уже на основании существующего диагноза мы можем говорить о том, что к обучению данного ребенка стоит подходить с учетом индивидуальных особенностей. Вот, поэтому очень важно до 1 класса это сделать. Если это действительно мешает освоению новых знаний и совершенно невозможно, например, усадить ребенка на 5-10 минут в 6 лет, да, на одно занятие, тогда, безусловно, мы будем говорить о необходимости консультации специалиста. Во всех остальных случаях это может быть просто естественная живая активность ребенка. Вот. Дальше очень важный вопрос, который задает очень много родителей. Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы? Раньше все специалисты в один голос заявляли: нет, не должен. Но учитывая современную школу, складывающиеся обстоятельства и разные требования, все-таки в этом случае я рекомендую обратиться с этим вопросом к специалистам, к учителям той образовательной организации, в которую вы пойдете. Потому что требования разные, и иногда действительно в некоторых образовательных организациях учителя вам скажут, что да, было бы лучше, если бы ребенок пришел, зная образ буквы, да, зная, например, вот это позиционное чтение, зная какие-то минимальные, имея какие-то минимальные навыки письма, да, для кого-то это важно. Да? Но очень важно с этими навыками не переборщить. При нормативном развитии ребенок к 6 годам, благодаря своему познавательному интересу, абсолютно спокойно учится читать вывески, учится читать объявления на улице, потому что это стимулируется его интересом. Вот этот интерес родителям важно поддерживать. И тут самое главное, да, у нас чтение не побуквенное, у нас чтение позиционное, слоговое. И если ребенок усваивает в дошкольном возрасте это слоговое чтение, то дальше это дело техники, это уже сделает учитель. Если ребенок способен прочитать слог, правильно учитывая позицию буквы в этом слоге, этого достаточно для обучения. Вот. Форсировать и заставлять ребенка читать, не имея на это специальных навыков, может усугубить ситуацию. Вот поэтому, если, например, в детском саду по программе они учатся позиционному чтению, понимают, каким образом воспроизводить слоги, то этого будет достаточно. Следующий вопрос – это какие основные психологические признаки необходимы или являются показателем готовности к школе? Угу. На что обратить внимание? Это речевое развитие ребенка. Обязательно к 6 годам в норме у ребенка должно быть правильное звукопроизношение. Да? Если в 5-6 лет у ребенка наблюдаются трудности в звукопроизношении, то уже необходимо обратиться к логопеду для консультации, для того, чтобы он определил, есть органические нарушения или нет органики. Если это механическая функциональная дислалия, то это возможно всего несколько консультаций с логопедом и исправление звукопроизношения, но это необходимо для того, чтобы нарушения устной речи не повлекли за собой нарушение письменной речи. Да? И вот, конечно, уровень речевого развития ребенка – это очень важный показатель готовности ребенка к школе. Это и звукопроизношение, это способность ребенка определять образ буквы, это определенная сформированность мыслительных процессов, умение обобщать, да, когда он знает, что такое транспорт, дикие животные, домашние животные, мебель, да, определяет вид, умеет их обобщать, умеет сравнивать, умеет анализировать, выделять общее, выделять лишнее, умеет понимать, сколько звуков в слове, например, да, умеет строить предложения, фразы и коротенькие рассказы, умеет, например, выложить сюжетные картинки, 3, 4, 5 картинок в один рассказ, способен формулировать свои мысли, да, задавать вопросы.
Вот. Физическая готовность – это, конечно, готовность руки ребенка к письму. Где-то примерно к 7-8 годам только формируется кисть для того, чтобы достаточно долго мог ребенок писать. Еще в 1 классе ребенку может быть трудно, и поэтому все пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика будет способствовать тому, чтобы ребенок достаточно долго мог на уроке писать. Вот. И к письму должна быть подготовлена щепоть. Да, вот 3 пальца, именно таким образом держится ручка или карандаш, да, вот на это, на физическое развитие обратить внимание. Ну и социальное развитие, да, принятие норм и правил жизни в обществе, соподчинение мотивов ребенка и мотивация, да, желание узнавать новое, желание читать, желание что-то смотреть, желание задавать вопросы. Это все будет способствовать успешной адаптации к школьному обучению. Следующий вопрос от Анастасии. Бывает ли такое, что ребенок не хочет идти в школу? К сожалению, в последнее время довольно часто такое бывает. И вот в течение, там, например, подготовительного периода к школе родители очень часто обращаются с этим вопросом. Действительно, такое бывает. Это может быть следствием абсолютно разных причин, и это очень индивидуально, да, нужно смотреть. Иногда ребенок уже так много занимался до школы, что в школу он идти не хочет. Да, и тут очень важно соблюдать этот баланс. Подготовка к школе не должна заменять школьное обучение. У ребенка поход в школу должен сочетаться со словом радость. Да, радость от узнавания, от познавания, от развития, от возможности расширить собственный кругозор. Для чего он идет в школу? Для того, чтобы получить те знания, которых у него нет. И это сможет сделать учитель. И в этой ситуации, да, вот эта вот подготовка к школе – это очень важный этап, но заменять школу не нужно. Да, и действительно у некоторых детей в подготовительной группе… Так, имеет ли какое-то значение, вот я просто продолжаю вопрос Анастасии, имеет ли какое-то значение, хочет или не хочет ребенок в школу, есть у него интерес или нет? Если мотивация отсутствует, то как ее создать, и нужна ли в этом случае помощь детского психолога? Безусловно, значение интереса ребенка к учебе, да, оно важно. Очень трудно будет объяснить ребенку, нужно идти в школу или не нужно, если он не хочет. Да? Дальше, если мотивация отсутствует, то как ее создать? Да, сейчас я об этом расскажу. И нужна ли помощь детского психолога? Да, если вы пойдете на консультацию к психологу с таким вопросом, да, у вас будет возможность провести более качественную диагностику. Да, все-таки нужно понять причины, откуда у ребенка нежелание идти в школу. Это может быть страх. Да, вот что может повлиять на мотивацию. У ребенка нет представления о школе, кроме того, что ему дали взрослые. Если он в этой школе не был, он видел ее только на картинках, да, то у него нет понимания, что там внутри. Можно сходить в школу с ребенком, это для того, чтобы убрать страхи и тревожность и убрать вот эту причину, да, этот компонент. Сходить в школу с ребенком, посмотреть на то, что там происходит, на детей, которые в школе. Если есть старшие братья и сестры, которые учатся в школе, это замечательно. Вот. Для того, чтобы снять тревожность, нужно показать, что школа – это обычное здание, где работают обычные люди, которые очень рады будут с ним взаимодействовать. Да? Вот это первое, что важно сделать. Кроме того, нужно учитывать, что ребенок все слышит, да, все видит, даже если вам кажется, что он не участвует во взрослых разговорах. Да? Тут очень важно родителям проанализировать, а как вы говорите о школе дома? Да? С какими ожиданиями у вас связано 1 сентября и 1 класс? С трудностями в обучении, да? С тем, что вам придется, там, например, каким-то образом на работе договариваться. Да? Если для вас поход в 1 класс связан с трудностями, с тревожными ожиданиями, да, с тем, что вы не готовы, может быть, со страхами какими-то личными, ребенок это может просто усваивать на подсознательном уровне и говорить о том, что он туда не хочет. Да? Вот, поэтому очень важно отслеживать и свои слова, которые произносятся дома.
Ага. Дальше, если ребенок не хочет категорически идти в школу, в первый класс, это не готов или что-то другое. Ну, по поводу готовности к школе, да, мы сказали, что это разные компоненты, и нужно проводить комплексную диагностику, понимать причину, да, готовность или неготовность – это уже другое. Вот. Если категорически не хочет идти в школу в первый класс, нужно разбираться с причинами. Пока есть время летом, да, нужно сходить к психологу, чтобы провести полноценный комплексный анализ причин страхов ребенка, да, нежелания идти в школу. Может быть, у него уже аллергия на слово «занятие». Да, потому что очень часто, к сожалению, мы используем это слово, обесценивая его, да, обесценивая сам процесс обучения. И тут очень важно провести границу. Школа – это не просто для того, чтобы сидеть 40 минут, не вставая. Это возможность общаться, это возможность расширить рамки. Да? Ведь школа, она помогает ребенку пройти кризис 7 лет. Кризис заключается в том, что ребенок уже вырос, и он хочет поменять ту систему взаимодействия, которая у него сложилась в дошкольном учреждении. Это говорит о том, что ребенок сейчас хочет показать, что он уже большой, что он может гораздо больше, чем ему разрешают в детском саду, что он готов к большему количеству взаимодействий. И школа – это замечательная возможность пройти этот кризис немножечко легче. Это как раз возможность показать, что он более взрослый, что он способен освоить новую социальную роль школьника. Да, поэтому очень важно понять причины, откуда это нежелание, с чем оно связано. Да? Вот. И это может быть не связано с готовностью. Так, вопросы. Стоит ли отдавать ребенка на занятия по подготовке к школе? Должен ли он уже читать и писать, поступая в школу? За какое время оптимально подготовить ребенка к школе? Многие ходят за 1-2 года до школы. Да, по поводу занятий подготовки к школе. Гораздо лучше, если он эти занятия посещает. Да? Потому что на этих занятиях за 1 или за 2 года все-таки обращается внимание именно на те моменты, о которых я говорила. Да? Это развитие мышления, развитие речи, развитие представления об окружающем мире, для того, чтобы это стало базовой опорой при обучении в школе. С этой точки зрения, да, можно делать. Можно посещать такие занятия. Тут еще важно учитывать, что это будет другой коллектив у ребенка, да, другая возможность взаимодействия. Это тоже может способствовать тому, что мы уберем тревожность при посещении другой организации. А можно делать это прямо в школе. Вот на базе школы подготовка к 1 классу будет эффективнее в том плане, что ребенок не будет бояться самой школы. Да? То есть он будет понимать, что он придет туда же, куда, например, ходил 1-2 года уже до 1 класса. Да, он будет видеть учителей, он будет знать, что это из себя представляет, и поэтому ему будет легче адаптироваться. По поводу того, обязательно ли учить читать и писать, я уже сказала, да, ранее. Вот, тут важно обратить внимание на рекомендации того учителя, той образовательной организации, куда вы пойдете. Да. Минимальное знание по чтению и письму даются в подготовительной группе, да, остальное уже в зависимости от того, какие требования будут в вашей школе. Очень не хочется, чтобы ребенок пришел в 1 класс, и ему было жутко неинтересно сидеть на занятиях, потому что он некоторый материал уже знает. Вот, поэтому вот нужно соблюдать баланс, да, не переусердствовать в подготовке. Как поддержать ребенка, который дублирует подготовительную группу, когда его сверстники ушли в школу, а он нет, при этом ребенок хотел идти в школу? Это вопрос Любови. Действительно, есть ситуации, есть такие случаи, когда ребенок дублирует подготовительную группу детского сада. Если детский сад на это согласен, и у вас есть возможность оставить ребенка дублировать подготовительную группу, да, очень важно с ним это проговорить. Так поступают очень многие мамы мальчиков на 1 сентября, у которых нет 7 лет. Вот. Тут очень важно проговорить, для чего это делается, потому что ребенок в 6-7 лет вполне способен уже понимать причины тех или иных поступков. Вот. Поэтому выстроить логическую цепочку, да, он способен. Вот.
Очень важно показать ему плюсы, минусы, очень важно поддержать мотивацию в период дублирования. Да, но тут тоже важно учитывать особенности ребенка. Да, и, по крайней мере, полноценную диагностику психологической готовности к школе нужно пройти до того, как принять решение о дублировании подготовительной группы детского сада. Это очень важно. Следующий вопрос. Иногда родители очень боятся 1 класса, особенно если это первый ребенок. Угу. Тут важно спросить, да, бояться чего именно? Потому что это ведь могут быть очень разные причины страхов. Да, Ольга, если у вас есть возможность, да, чего конкретно бояться? Бояться дополнительной нагрузки на себя, бояться того, что они не справятся, бояться того, что ребенок не адаптируется, у ребенка, например, особенности, и это могут быть разные виды страхов. Да, тут можно абсолютно по-разному ответить, да, с чем связан страх школы у взрослого. Да, подумайте, пожалуйста, сформулируйте. Следующий вопрос. Что следует делать родителям, которые хотят, чтобы их ребенок был хорошо подготовлен к школе? Например, если ребенку 5 лет, он ходит в детский сад, программы детского сада будет достаточно или дополнительно. Да? Ну вот если ребенок в 5 лет ходит в детский сад, на сегодняшний день программы детского сада достаточно. Да. И если есть желание ребенка посещать дополнительные развивающие центры, это будет замечательно. Единственное, что это должно стимулировать любознательность ребенка, любознательность дошкольника, и ни в коем случае не подавлять ее. Да, то есть мы с помощью дополнительных занятий стимулируем его интерес к познанию окружающего мира, и это очень важно. Да, мы не делаем ребенку медвежью услугу в том плане, что в 1 классе он будет рассказывать учителю, как нужно подавать материал. И я видела таких детей в образовательных организациях, и, к сожалению, порой подготовка к 1 классу заменяет 1 класс. Да, тут очень важно смотреть на программу дополнительного образования того кружка или той школы, там, подготовки, да, куда вы хотите пойти. И очень важно, конечно, да, ребенку в школе неинтересно. И я видела детей, которые мучаются, сидят на уроках, лежат на партах только потому, что сегодня он слышит материал, который он слышал год назад в школе подготовки. Да, поэтому очень важно с ребенком обговорить, зачем это ему нужно, зачем он ходит, зачем он учится читать. Да, то есть очень важно не переусердствовать в этом направлении. Поддерживать мотивацию и любознательность, да, это здорово, замечательно. Но очень часто, к сожалению, приходят родители детей, у которых в 5 классе, например, совершенно уже нет мотивации к учебе. Да, они не хотят в школу, они возмущаются, что у них не очень хорошие оценки, мотивации нет, только потому, что в какой-то момент им было очень неинтересно. Да, поэтому если ребенок, например, пришел в школу и чего-то не знает, это не так страшно, чем если бы он пришел в школу, и ему неинтересно первые 2 месяца. Вот самый важный период адаптации, да, он должен понять, что это очень интересно, и что каждый день он узнает что-то новое. Да, и тогда он привыкнет, что школа все-таки это источник знаний. Вот. Угу. Так, мы не услышали про страх еще родителей 1 класса, да, чего именно они боятся. Вот. Да, можно будет все-таки уточнить скорее. Да. Ну, это зависит от многих причин, да. Это может быть личный опыт родителей, у которых там школьное обучение, да, связано с определенными трудностями. Вот. Это может быть действительно боязнь неуспеха своего ребенка, если, например, на занятиях в детском саду у него определенные трудности. Это совсем не обязательно, что он с этими трудностями пойдет в школу. И очень часто дети, которым было неинтересно и которые не сидели на занятиях в детском саду, очень часто они компенсируют это в школе. То есть дети, которые наигрались в детском саду и получили такую полноценную возможность свободной сюжетно-ролевой игры, они очень часто бывают более готовы к школе, чем дети, которые занимались очень много в дошкольном возрасте. Да, то есть
природа, она свое возьмет. Если ребенок не доиграл в дошкольном периоде, он с игрой пойдет в школу. Да? Ему важно пройти этот этап. Вот. Поэтому тут важно понимать, с чем связаны страхи и тревоги родителей. Вот, с тем, что, может быть, еще очень часто задают вопрос о том, каким образом организовать ответственность самого ребенка за учебу, да, как организовать ребенка к школе, как научить его, например, самостоятельно делать домашние задания, или теперь придется всю начальную школу сидеть после работы с ребенком и делать уроки. Вот на это хотелось обратить еще внимание. Каким образом? Да, мы знаем, что привычки формируются примерно там, от 21 дня до 66 максимум. Да? То есть определенный период времени нужно систематически заниматься этим направлением деятельности. Передавать ответственность за учебу ребенку нужно, начиная с 1 класса. И начинается это с самых простых вещей. С того, как он будет собирать портфель, с того, как он будет определять себе режим дня, с того, как он будет делать домашние задания. Каким образом мы, например, учим его складывать портфель так, чтобы к середине 1 класса ребенок это делал самостоятельно, без помощи родителей. Примерно первые 1-2 недели мама или взрослый любой, да, собирает портфель ребенка при ребенке. Ребенок за этим наблюдает. Открываем дневник. Дневник – это информационный ресурс, да, незаменимый информационный ресурс для ребенка. У него там есть расписание уроков, расписание звонков, имена, фамилии учителей, то есть вся информация. И поэтому нужно научить ребенка относиться к дневнику как к информационному ресурсу, который ему необходим. На основании этого дневника показываем ему, как собирается портфель. Вот он смотрит, взрослый собирает, да, куда книги, куда тетради, куда линейки, куда карандаши. И примерно в течение 2 недель взрослый это делает под наблюдением ребенка. Да, в одно и то же время, желательно начиная там, с конца лета 1 класса, подготовить ребенка к тому, что есть режим дня. Это очень сильно поможет ему на этапе адаптации. На этапе адаптации режим дня должен быть достаточно четким для того, чтобы это помогало снизить тревожность ребенка. Далее, в течение последующих 2 недель ребенок собирает портфель точно так же, как это делал взрослый, под наблюдением взрослого. Теперь взрослый смотрит, ребенок делает то же самое, что делал взрослый. В конце 2 недель взрослый смотрит, если ребенок справляется с этим, то теперь ребенок в течение последующих 2 недель собирает самостоятельно, а взрослый просто проверяет после того, как ребенок все собрал. Да? То есть смотрите, у нас прошло 6 недель, и мы научили ребенка собирать портфель самостоятельно. И вот когда эти 6 недель систематической работы прошли, мы можем эту ситуацию отпустить и раз в 2 дня, раз в 3 дня иногда проверять то, каким образом эта привычка соблюдается ребенком. Все. Таким же образом формируется привычка с выполнением домашнего задания, таким же образом формируется привычка по, например, уходу за своими вещами, да, по процессу переодевания и так далее. То есть вот таким образом формируются привычки. И если на это уделить в свое время достаточно внимания, то не придется во 2-3 классе систематически проверять портфель ребенка, боясь, что он что-то забудет. Да, это очень важно сделать на самых первых этапах, организуя деятельность, да, показывая пример организации деятельности. Следующий вопрос. Можно ли еще до школы определить, какие у ребенка есть способности и какие типы профессий ему подойдут, чтобы сориентироваться, нужно ли его отдать в специализированную школу? В дошкольном возрасте у ребенка могут проявиться какие-то специфические таланты, наклонности, особенности, особенно в семьях, где есть профессиональные династии, да, то есть ребенок растет в особой профессиональной среде, и, например, можно увидеть еще в дошкольном возрасте, что у ребенка есть склонность к определенному типу профессии. Да. Это называется ранняя профориентация. В данном случае
Тут еще не может быть никаких диагностических каких-то методик. Здесь очень важно наблюдение за своим ребенком, за тем, что у него получается лучше, за тем, что доставляет ему удовольствие. И можно действительно на какие-то кружки, на какие-то там дополнительные занятия отдать ребенка в зависимости от его интересов и склонностей. Это можно, да, вот, но эта ранняя профориентация, она будет еще длиться достаточно долго, и только где-то к середине школьного возраста можно будет проводить профориентационные диагностические методики, которые уже позволят более глубоко определить личностные склонности, особенности ребенка. Вот. А сейчас только на основе наблюдений и успехов своего ребенка можно это делать. Угу. Так, пока вопросы следующие. Какие? Так, сейчас. Так. Угу. Ну, очень часто встречается вопрос, если у ребенка затруднено общение в группе детского сада, если он достаточно замкнут, например, не общается, каким образом он будет адаптироваться в первом классе. Тут нужно обратить внимание, да, чем продиктована эта особенность ребенка. Возможно, ему комфортна эта личностная особенность, да, в зависимости от типа темперамента, от типа личности, коммуникативные навыки формируются по-разному. И поэтому одному ребенку может быть абсолютно комфортно выполнять какую-то деятельность индивидуально, да, а есть дети, которые очень нуждаются в общении и поддержке коллектива. Поэтому нужно смотреть, чем продиктованы эти трудности во взаимодействии. Это трудности, очень важно, да, разделить, это трудности ребенка или это все-таки трудности родителя. Да? Родителю кажется, что ребенок играет один, и ему некомфортно. Вот тут очень важно разделить. Ребенку может быть на самом деле комфортно. Вот, поэтому тут тоже, я думаю, что консультация психолога поможет определить, насколько это негативно или позитивно сказывается на ребенке. Вот. Единственное, к чему должен быть готов ребенок при поступлении в первый класс, к тому, что это будут новые требования, это будут изменения режима дня, это будут другие взрослые, которые его окружают, вот, и к этому он должен быть готов. Вот тут поддержка и опора на родителей очень важна, особенно в первые месяцы адаптации. Да, дальше уже, конечно, будет зависеть от особенностей адаптации. Так. Угу. Так, что делать? Был вопрос, да, что делать, если ребенок не умеет соблюдать правила? Да, каким образом он будет взаимодействовать в коллективе детей в классе? Нужно его учить соблюдать правила, не нужно, если, например, он очень часто, играя на площадке с детьми, не готов соблюдать правила, вступает активно в конфликты. Вот. Тут, конечно, очень важно этот момент в течение вот предыдущего будущего лета немножечко нивелировать, да, обратить внимание и показывать ребенку пример успешного разрешения конфликтных ситуаций, эффективность договоренностей, да, и показывать, каким образом необходимо решать коммуникативные задачи во взаимодействии с другими детьми. Да. Мы знаем, что в школе очень часто практикуются групповые формы работы, парные формы работы. Вот тут, конечно, ребенка надо подготовить к тому, что взаимодействовать с другими детьми ему придется. Да, это необходимо. И поэтому соблюдать правила взаимодействия его нужно научить с самых простых моментов: соблюдения границ дома, соблюдение правил общения дома. Да, дома должны быть обязательно приняты правила, по которым вы общаетесь. И ребенок должен понимать, что правила значительно облегчают процесс взаимодействия. Да, на это стоит обратить внимание. Так, давайте тогда мы обратим внимание на последний вопрос. Тут очень важный вопрос был, да, касающийся индивидуальных особенностей ребенка. В условиях инклюзивного образования сегодня у каждого родителя есть возможность отдать ребенка в ту школу, в которую он считает нужным. Да. Каким образом это повлияет на индивидуальные особенности ребенка, на его развитие, да, если у него есть какие-то
особенности. Вот. Тут тоже нужно, конечно, опираться на своего ребенка, да, на знание особенностей своего ребенка. Трудно ему будет, не трудно, каким образом ему в детском саду, каким образом он способен решать проблемы, которые возникают. Да. Есть ли необходимость индивидуального сопровождения ребенка? Способна ли образовательная организация, в которую вы идете, обеспечить ребенку это индивидуальное сопровождение? Возможно ли в условиях, например, там 30 человек в классе, и педагога, у которого в классе не было ребенка с индивидуальными особенностями развития, да, возможно ли это организовать? Можете ли вы, например, пока есть еще время, да, обговорить эту ситуацию с администрацией школы, подготовить их к этому? Да, безусловно, необходимо учитывать права ребенка, да, его возможность обучаться в любом классе среди нормативных детей. Вот. Единственное, что необходимо к этому подготовиться и подготовить к этому учителя. Да? То есть вам необходимо организовать командный подход и помочь образовательной организации обучать вашего ребенка. Угу. Сейчас посмотрим, есть ли еще вопросы. Если ребенок ходил в специализированный детский сад, в группе, где всего от 6 до 10, порой до 12 человек с ТНР, например, да, стоит ли идти в специализированную школу или идти в обычную школу? У родителей есть возможность, конечно, отвести ребенка, да, в обычную школу. Специализированная школа, да, будет, конечно, иметь возможность учитывать диагноз ребенка и работать в соответствии с его особенностями. Это малая наполняемость класса, это возможность действительно индивидуального подхода, это возможность учета особенностей ребенка, чего, к сожалению, не всегда может обеспечить обычная школа. Да, плюсами обычной школы является то, что ребенок находится среди нормативных сверстников, и это будет способствовать его адаптации в обществе. Если образовательная организация, да, успешно справляется с инклюзией, то ребенок действительно способен адаптироваться в образовательной организации и обучаться наравне со своими сверстниками, да, в одном классе. Вот. Единственное, что нужно все-таки иметь в виду, да, что специализированная школа имеет уже определенный набор методик, специалистов, которые довольно долго работают с определенной категорией детей, имеют опыт, да, и тут, конечно, выбор остается за родителем. Да. Сегодня он имеет возможность отдать ребенка в соответствии со своими усмотрениями. Итак, сейчас мы с вами... еще вопрос. Если детский сад или развивающий центр перестарались с обучением ребенка и подготовкой к школе, то так что в школе ему стало неинтересно? Как вызвать интерес, что посоветовать родителям в данном случае? Если, иногда так бывает, что ребенок приходит в первый класс, и ему неинтересно. Вот тут, конечно, очень важна позиция родителей, да, каким образом они поддерживают эту мотивацию ребенка. Каждый раз, когда ребенок приходит со школы, очень важно задавать вопрос не что ты сегодня, какой смайлик, например, в первом классе получил, да, или какие результаты, а что ты узнал нового. Вот это очень важно. Анализ того, что узнал ребенок в школе, позволит ему потихонечку самостоятельно видеть, да, вот этот эффект обучения. Он научится самостоятельно понимать, что школа действительно дает новые знания. Вот. Даже если ему кажется, что он это все знал, да, если сесть и проанализировать, каждый день будут моменты, с которыми он встретился в первый раз. Даже если это будет касаться общения со сверстниками, каких-то новых моментов, новых экскурсий, решения новых интересных задач, участия в новых конкурсах, ежедневно родители могут подчеркивать, да, а что нового он сегодня узнал. Ну, по сути, мы для этого в школу и ходим, да, не для того, чтобы получать оценки, это уже результат. Вот. А для того, чтобы узнавать новое, для того, чтобы совершенствоваться и развиваться. На это очень важно обращать внимание. Следующий вопрос.
Как правило, школы проводят школу будущего первоклассника с октября по апрель по субботам. Как вы считаете, все ли дети должны посещать эти занятия? Не устают ли дети? Ведь для них это дополнительная нагрузка. Необходима ли такая длительная подготовка? Угу. Ну, если, например, эти занятия раз в неделю по субботам, да, то с октября по апрель это совсем небольшое количество занятий. Для того, чтобы обобщить знания, которые получил ребенок в старшей подготовительной группе детского сада, этого будет достаточно. Да, и порой это действительно возможность познакомиться со школой, с учителями, возможность снять напряжение, увидеть, что учебная деятельность нетрудная, учебная деятельность интересная. Это тоже как возможность поддержать мотивацию ребенка. Вот. Так, следующий. Ребенок из ЗПР идет в 1 класс. Чему надо готовиться родителям? Может ли такой ребенок учиться в одном классе с обычными детьми? Угу. Да, ну, мы сказали, что ребенок с любым диагнозом идет в 1 класс обычной школы. Вот. Он может учиться в одном классе с обычными детьми. И очень важно, да, задержка психического развития – это не тот диагноз, который пойдет с ребенком по жизни. Это диагноз, который будет зависеть от компенсаторных механизмов ребенка, и порой к 7, 8, 9 годам разница между детьми с задержкой психического развития и обычными детьми абсолютно нивелируется. Да? Это зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Вот. Родителям нужно готовиться к тому, что возможно, я говорю возможно, потому что это очень индивидуально, да? Вот, возможно, какие-то темы будут вызывать у ребенка определенные трудности, да, особенно касающиеся вопросов там, анализа, синтеза, обобщения, да? Вот какие-то вещи будут вызывать трудности, а какие-то вещи ему будут абсолютно понятны. Вот. И поэтому, учитывая особенности своего ребенка, родители знают эти особенности лучше всего, да, очень важно подготовить учителя к особенностям ребенка, да, проговорить, на что реагирует ребенок, каким образом можно его мотивировать, поддерживать, поощрять. Да, да. Вот. Ну, естественно, да, нужно учитывать особенности образовательной организации, ее готовность работать с такими детьми, да, есть ли психолог, логопед в штате, дефектолог, есть ли возможность дополнительно у вас, например, заниматься, вот, и есть ли необходимость в этом при обучении в школе, да, поэтому это тоже очень индивидуально, и я думаю, что рекомендации специалистов детского сада, да, очень важны в этом случае, вот. Да, есть, да. У каждого родителя есть возможность, да, задать все вопросы на психолого-медико-педагогической комиссии, учитывать рекомендации специалистов, которые будут в ходе осмотра ребенка, в ходе диагностики, да, которые будут даны, задать все вопросы специалистам комиссии. Да, и учитывая их рекомендации, уже обращаться к специалистам школы. Так. Есть еще вопросы? Угу. Давайте мы еще пару минут подождем, есть ли вопросы. У ребенка привычка неправильно держать карандаш, ручку. В семье не придают этому значения. Обращаем внимание, поправляем в детском саду, но это устойчивая привычка у ребенка, как быть. Ну, смотрите, если это влияет на скорость и качество его рисования, например, да, письма самых простых элементов, да, тогда, конечно, мы обращаем внимание родителей. Ну, наиболее эффективный способ держания карандаша или ручки, да, я повторюсь, это щепоть, это сформированная щепоть ребенка. Мы обращаем внимание родителей на то, что если ребенок неправильно держит карандаш или ручку, это может влиять на скорость и на качество письма в школе. Вот. Ну, конечно, переформировать привычку будет достаточно трудно, если это уже устойчивая, да, как вы пишете, привычка у ребенка. Вот. Иногда бывает так, что ребенок пишет абсолютно своим индивидуальным способом, достаточно быстро и красиво. Да? Иногда бывает так, что действительно, если щепоть не сформирована, то у ребенка возникают трудности именно с темпом письма. Вот. И поэтому тут тоже нужно обращать внимание родителей. Вот. Но если, например, во время занятия
вы взаимодействие с ребенком пытаетесь переложить, да, сформировать у него правильно, а ему привычнее так, и это влияет на качество проведения занятий, да, то может быть, скорее тут и не надо. Вот. Следующее. Если 6-летний ребенок практически за год освоил программу 1 класса, но часто совершает ошибки по невнимательности, то его в 7 лет лучше отдать в 1 класс или во 2? Была семейная форма образования. Угу. 6-летний год, практически за год освоил программу 1 класса. Ошибки. Да, тут очень важно, да, если вы проходили промежуточную итоговую аттестацию в школе, я думаю, что педагоги обратили внимание на те ошибки, которые он совершает, на их серьезность и на то, какие ошибки в дальнейшем они повлекут. Они думают, в какой класс идти. Вот. Но нет, если была семейная форма образования, то промежуточную аттестацию они должны, по желанию проходить. Вот. И тут очень важно, да, что значит совершает ошибки по невнимательности. Это нам кажется, что по невнимательности. Возможно, у ребенка есть индивидуальные особенности, да. Это может быть связано с звуковосприятием, да, с особенностями зрительного восприятия, потому что дисграфии могут иметь разный характер. Вот. И иногда это может быть выражено в зеркальном письме, в том, что ребенок путает близкие по начертанию буквы, да, и это может быть не связано с невнимательностью. Тут, скорее всего, нужно все-таки проконсультироваться либо с логопедом, да, с дефектологом, с человеком, который подскажет, да, с чем связаны конкретно его ошибки. Да. Возможно, это неустойчивость внимания, связанная с возрастом ребенка, и его невнимательность. Возможно, это имеет другую причину, на которую стоит обратить внимание. Да. Вот, поэтому тут, конечно, лучше проконсультироваться со специалистом. Ребенок с аутистическими чертами, умственная отсталость, в каком учреждении ребенку будет комфортнее, коррекционная школа по месту жительства или специнтернат вдали от дома? Как может повлиять разлука с родными на такого ребенка? Угу. Ну, как психолог, да, я, конечно, отвечу, что коррекционная школа по месту жительства, да, будет для ребенка эффективнее, потому что, безусловно, специализированный интернат – это специалисты, подготовленные для работы с такими детьми, это, безусловно, хорошо, но порой родительская поддержка и качественная эмоциональная опора и принятие ребенка играют гораздо более важную роль. И тут компенсаторные механизмы могут зависеть еще и от того, насколько эмоциональное благополучие ребенка в семье более выражено, чем в другом учреждении. Безусловно, нужно консультироваться со специалистами. Нуждается он в спецучреждении, насколько нуждается, способна ли, если это коррекционная школа, да, то, скорее всего, это возможность, да, действительно по месту жительства отправить ребенка учиться. Вот. С чем связана невозможность, например, отправки в коррекционную школу, да? С чем может коррекционная школа не справиться и какие есть возможности у специального интерната. Тут тоже нужно обратить внимание на индивидуальные особенности ребенка. Вот. Но то, что ребенок будет находиться со значимыми близкими, на адаптацию будет влиять гораздо положительнее, чем любые специалисты. Вот. Конечно, да, Лада, нужно обратиться за консультацией к специалисту, который увидит индивидуальные особенности ребенка, да, насколько ему требуется специализированный интернат. Зависли, да? Нет, мама очень волнуется с выбором. Ага. А так все нормально, все хорошо. Угу. Да, конечно, выбор, конечно, волнуется, да. Поэтому если коррекционная школа по месту жительства даст возможность, да, ребенку адаптироваться, ребенку освоить образовательную программу, то, конечно, это коррекционная школа по месту жительства. Да. Нужно проконсультироваться индивидуально с ребенком обязательно у специалиста. Есть ли еще вопросы? Давайте мы еще 2 минуты подождем тогда. Пожалуйста, Анастасия. Да, тогда мы будем закругляться, завершать.
если у вас будут вопросы по поводу психологической готовности ребенка к 1 классу, вы можете задать его на сайте консультационного центра Коми Республиканского института развития и образования, и мы можем ответить на них дистанционно, либо можем провести полноценную консультацию для вашего ребенка. Всего доброго, до свидания.